немало людей, которые хотят, чтобы вот этот Жаңа Шал, Жаңа Казахстана ушел в отставку. Вот я вижу очень много комментариев. Не надо нам ничего, мы выйдем с одним требованием. Шал кет. Мы будем говорить Жаңа Шал кет. Жаңа Шал кет. Так вот, каким образом? Кто вот за это требование просто выходит, объединяет синий, красный, зеленые шары. Вы просто идете и вы понимаете, по сторонам смотрите, а вот он идет с тремя такими шарами, значит он хочет, чтобы Токаев ушел в отставку. Ну, если вообще вот вас пугают эти цвета, вы берете вообще любые разноцветные шары. И вы представьте себе, что абсурд. Полицейский подбегает, шары запрещены. Какие шары запрещены? На основании чего? Где закон? Покажи. Ну и потом, друзья, я предлагаю всем как можно раньше купить шары, потому что в день этого митинга продавцы шаров будут оттеснены с площадей, с разных мест. Разные будут поводы, что не имеешь права продавать, нет разрешений и так далее. Давайте мы это сделаем. Тогда что получится? Мы проверим. Раньше в старом Казахстане Назарбаева бегали нуратановцы и протыкали эти шарики или отбирали у детей именно синие. А здесь мы их растягиваем. Зеленый шар, синий шар, красный шар. Объединяем и вообще разноцветные шары. И что этот режим сделает? Они потеряются. Это будет выглядеть абсурдно, смешно. Заодно мы посмотрим, есть ли в нашей стране Жаңа Казахстан. Аманатовские партии будут бегать и протыкать зеленые, красные, синие шары. Вы представляете? Вот для тех дураков, которые еще до сих пор ждут чего-то от Токаева, это будет пример, что они, эти безумцы, даже шары протыкают разного цвета или отбирают. Это будет не только смешно, это будет всеобщая ненависть. Это приведет к тому, что люди увидят, что на праздник вышли огромное количество с разноцветными шарами, просто вышли, просто поздравляют. Они не кричат какие-то лозунги, просто выходят с шарами. И эта власть знает, что тысячи людей против этого режима, они просто вышли с шарами, и к ним невозможно предъявить никаких претензий. И тогда все те, кто говорит «халық шықса мен де шығам», то есть народ, если выйдет, я выйду, они увидят, что нас, недовольных режимов, много. Теперь я хочу конкретно обратиться к нефтяникам, железнодорожникам. Вот в частности бастует в Мангостау 1000 нефтяников суммарно, разные сервисные компании и так далее. Приведите свои семьи, членов семей. Вас соберется несколько тысяч, сразу в Актау вас поддержат другие люди. Железнодорожники, вас в стране 140 тысяч, 500 000 с семьями. Выходите с шарами. Давайте мы действительно сделаем это как праздник протест. Кто хочет, когда увидит, что людей много, тогда да, вы можете прямо озвучивать эти лозунги. Но поддержать бастующих нет закона за это преследующих. Нету. Или хватит остановить рост тарифов, тоже нет закона. Это ваше требование, вы будете с шарами ходить, и кто захочет, тут может прямо об этом говорить, снимать прямые репортажи и так далее. Таким образом, мы добьемся массовости, безопасной массовости. Тогда мы поймем, что да, наш народ готов. Мы сейчас будем усиливать наши объявления по созданию ячеек. Ячеек должно быть не 515, как сейчас. Их должно быть 4000. Это 20 000 активистов. 20 000 активистов, когда в наших рядах будут, они приведут за собой и силовиков. Когда мы позже объявим о том, что нам нужно свергать этот режим. Но до этого нам нужно показать силу. Ну и, уважаемые друзья, я просто здесь хотел бы поделиться. Я же работал в правительстве, я могу сказать так. В 90-е годы было очень тяжело. Очень. Но как его преодолели? Потому что народ кричал, выходил на протесты. Вот я сейчас хочу обратиться в Мангостау, на МАЭК. В 98 году, в конце апреля, я был назначен министром. И я помню, что в Актау несколько тысяч работников МАЭК вышли на протесты. Несколько тысяч, около 3000.
Они требовали поднять зарплату, им не платили зарплату, чем-то там только им не выдавали зарплату. В городе не было тепла, не было света, не было горячей и холодной воды, вообще с перебоем ржавая вода подавалась. Я думаю, что вот меня сейчас слушают из Актау, они подтвердят. Помните, тогда я был министром, я назначил руководить этим предприятием Алишера Каланова. Я думаю, многие из вас его хорошо помнят, потому что он несколько лет проработал. И сразу решились проблемы и с холодной водой, и с горячей. Они подавались не в определенное время, бесперебойное водоснабжение. Были покрыты долги по зарплате. Все было решено. Но затем, позже, когда все это было налажено, Назарбаев опять расставил своих людей и опять угробил это предприятие. Там сейчас всаживаются из бюджета страны деньги. Толку нет, масса людей страдает, и вы знаете, что проблемы и с теплом были зимой, и сейчас, и с водой. Целые кварталы сидели и без воды, и без холодной, и без горячей. И там масса проблем. Это вообще легко решается, и я ее решил. Решил, потому что там шло все время давление со стороны людей. Понимаете, я вам так скажу. Назарбаев все время боялся именно протестов, и Токаев тоже боится. Что вы думаете, что вы будете тихо сидеть и все изменится? Он не изменит ничего. Я вам приведу просто пример Шымкента. Я вот сейчас Южный Казахстан, напоминаю вам. В 97-98 году и далее у вас, в 99-м, у вас были проблемы со светом. Я их все решил. Кентау 2 часа в сутки подавали, они лежали, люди грелись, грелки грели. Не было электроэнергии. Я сейчас эти факты вам напоминаю, чтобы вы знали. Когда вы выходили из многоквартирных квартир своих, многоэтажных, и готовили на казанах еду, потому что у вас не было ни тепла, ни света. Вы помните 98-99 годы? И как это решалось? Я требовал от Назарбаева отстранить акима области Калыка Абдуллаева, это коррупционера. Написал ему записку, он согласился, а затем его другие люди уговорили не снимать. Тогда я как министр сказал, для меня не существует тогда как министра Южно-Казахстанской области. Раз вы оставляете коррупционера рулить дальше акимом, я прекращаю туда свою работу по поставкам электроэнергии, любой другой деятельности. Считайте, что для меня как министра не существует этой области. Он тогда вынужден был промолчать, сказал хорошо. Буквально через короткое время прекратились поставки электроэнергии, потому что область должна была. И по теплу, по электроэнергии. Что? Как все изменилось? Почему он снял акима? Коррупционера, который там нагло воровал. Он его снял, потому что несколько тысяч человек, еще снег был еще в Шымкенте, вышли на улицы, начали переворачивать машины, и еще зам акиму голову намыли.